Увидеть свои истоки очень важно, чтобы правильно понимать, кто ты есть сейчас в этой жизни. Пока вы делаете такие нужные передачи, мы никогда не растворимся в бытие современном, в цивилизации, которая становится однородной, однополосной. Я считаю, что самое главное – это уважение. Как бы банально это ни звучало, но любовь к детям. Турпал, что питает вашу неугасаемую жажду к исследованиям и открытиям? Ну, прежде всего, это неугасаемое желание познания чеченской истории, красоты, глубины нашей истории, и стремление, наверное, в том числе осознать себя как часть или как частичку вот этой великой истории, желание открыть и донести до тех, кто не имеет возможности исследовать горы, и не только горы, а все, что соприкасается с нашей историей, это много пластов связано с нашей историей. Соответственно, вот это позволяет и толкает на то, чтобы все свои ресурсы пустить, направить именно в ту сторону, чтобы из года в год точнее, это мы, наша группа, дарили нашей республике все новые и новые открытия по части нашей истории, нашего зодчества и касательно, и в том числе в контексте всего этого и наших героев. Мадин, что для вас стало главной движущей силой в выборе профессии учителя? Как бы банально это ни звучало, но любовь к детям, к работе с ними, не знаю, мне приносит много радости и счастья. Просто каждодневное общение с ними, они очень интересные, заряжают энергией, они вдохновляют. Ну и, в принципе, интерес к тому, что я могу узнать сама, вот, приходя в школу каждый день на уроки. Это, конечно, для каждого учителя бесконечный процесс развития во взаимодействии с новым поколением. Хорошо, Мадин, а вот что вы считаете самым важным в процессе обучения и воспитания в современном мире? Я считаю, что самое главное – это уважение. Уважение в ребенке. Человека, не того, кто ниже, не того, кто слабее, глупее. Учитель никогда не должен как будто бы вставать в позицию «я выше, я лучше». Он должен уметь опуститься до уровня глаз ребенка и вырасти вместе с ним. И каждый этап взросления ребенка говорить с ним на понятном ему языке. То есть уметь правильно подобрать слова и правильно подобрать объяснение, которое нужно именно в этот момент ребенку. Мадин, ну мне нравится на самом деле вот ваш подход, все строится на уважении. Да. И это заслужит уважения. Хотя здесь тавтология, конечно. Если вы готовы, давайте мы начнем нашу игру. У нас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальные для вас 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберете? Сразу нужно выбрать? Да. До того, как мы увидели вопрос? Да. Ну, если уж сделан выбор и прозвучало слово «друг», понимая, что для нашего общества понятие «друг», мы не можем игнорировать друга ни в коем случае. Соответственно, друг. Звонок другу. И еще одна подсказка. Выбираем один. Пусть будет 50 на 50. 50 на 50. Хорошо. И первый наш вопрос звучит так. Для чего предназначались нижние этажи жилой башни? Хранение продуктов, содержание скота, выполнение религиозных обрядов, проживание. У нас нижний этаж сейчас называется жила, слово «ж». Верхняя «эла», слово «проживание». Соответственно, нижний этаж, в частности, в основном, грубо говоря, применялся для содержания скота. Особенно в зимнее время даже считается, что это являлось своеобразным источником тепла. Этажи башни были тщательно продуманы, и каждый со своей уникальной ролью. Первый этаж служил домом для крупного рогатого скота и лошадей, а этажом выше, куда животные поднимались по специальному бревенчатому настилу, через отдельный вход содержались овцы и козы. Над хозяйственными этажами в самом сердце башни находилось жилище семьи. Самый верхний этаж был настоящим таким универсальным пространством. Здесь хранился весь необходимый инвентарь, также стратегические запасы продуктов. Ночью он превращался в спальню для гостей, а в случае нападения становился ключевой оборонительной позицией. Второй вопрос. Какова была стратегическая роль машикулей на башнях? Оборонительная, эстетическая, хозяйственная, инженерная?
частности, может, или бойничу, это Да, я тоже так подумала. Пункт А, оборонительная. Термин «машикули» происходит с французского языка и дословно означает «разбить шею». В средневековой архитектуре это были навесные бойницы, имеющие исторически высокую значимость для обороны средневековых крепостей. В чеченских башнях они делались на последнем этаже и имели оборонительную функцию. Абсолютно верный ответ. Третий вопрос. В каком историческом дистрикте жилые башни отличались скатными кровлями из массивных каменных плит? Майсти, Макажое, Шатое, Шарое. У нас в основном, Мадина, получается, вот всех этих трех, в основном присутствует башня, у которой есть свойственная им пирамидально-ступенчатая кровля. И лишь Майста в подавляющем большинстве показывает башни, где есть именно плоские крыши, и даже отсутствие их. Майста, пункт А. В Майсти жилые башни имели уникальную особенность. Их скатные кровли выкладывались из огромных каменных плит, что разительно отличало их от построек других дистриктов. Абсолютно верный ответ. Это лишь подчеркивало выдающееся мастерство зодчих чеченского общества Майста. Именно они были авторами многих впечатляющих башен и замковых комплексов. Мастера это Гаспар, Чочкар, Эсшер и Багат были особенно известны своей специализацией на возведении как жилых, так и полубоевых башен, оставив после себя богатое архитектурное наследие. Четвертый вопрос. Какой особенный подарок вручали строителю за установку камня цурку на вершине башни? Быка, коня, орла, мамонта. Я думаю, что бык был актуальнее в то время. Я предположу, что это бык. А почему не мамонт? Мамонт весомый, бык вернее. Конечно, да. Ну а конь, это же такой вот друг человека. В те времена тем более. Ну, это еще связано с определенным культовым моментом, потому что бык в то время, он еще являлся своеобразным каким-то жертвенным животным. И этот камень туда воздвигал не просто строитель, а строитель, который имел какую-то жреческую какую-то нишу тоже. Поэтому надо понимать, что там не только строительная часть, но и какая-то сакральная, мифологическая, религиозная часть присутствовала. Значит, бык. Жертвенное животное. Последний камень кровли укладывался зодчим, совершавшим опасное восхождение по лестнице, привязанные к машикулям. Это был момент истины. Один неверный шаг означал гибель. Но успешное завершение работы приносило мастеру не только славу, но и ценный подарок. Бык, как признание его выдающегося таланта. Абсолютно верный ответ. Пятый вопрос. Какую традицию заказчик должен был соблюсти в отношении зодчего при строительстве башни? Здороваться за руку, кормление мастера, помощь специалисту, соблюдение срока оплаты. Я думаю, что правильный ответ Б – кормление мастера. Мы до сих пор так делаем. Во время стройки женщины обязательно готовят еду. Учитывая, что тягание камней наверх сопряжено с большими физзатратами, соответственно, должно быть достойное питание. Строительство башни велось довольно-таки торжественно. Заказчик должен был обязательно кормить мастера, строящего башню, поскольку, согласно народным поверьям, несчастье в дом приносит голод. И если вдруг мастер от головокружения падал с башни, то хозяина изгоняли из населенного пункта, обвиняя в жадности. Абсолютно верный ответ. Шестой вопрос. Что занимало центральное место в помещении жилых башен? Кровать, каменный очаг, молитвенный коврик, оружие. Может быть, каменный очаг? Да. Не всякого сомнения, да. Вокруг него, наверное, вся жизнь и строилась. Это сердце любого строения. Это случайно не несущая стена должна была быть? Нет, каменный очаг – это, скажем, не принципиально самое. Вот очажная цепь, котел, каменный очаг – это считались, скажем, сакральные такие, ритуальные даже вещи в свое время, до ислама. Так что каменный очаг. В центре помещения жилой башни располагался каменный очаг. Он состоял из круглой каменной плиты, обложенной камнями. Котел устанавливался на металлический треножник, дым ходил через окна. В этом месте семья готовила, принимала пищу, отдыхала, и вместо очага и надожачная цепь, которая висела над ним, были священными для чеченцев. Абсолютно верный ответ. Седьмой вопрос. Почему при строительстве новой башни в ее стену укладывали камни с петроглифами из старых построек, чтобы перенести благодать в память о предках, для защиты от духов, для прочности строения? Ну, я думаю, что если речь идет о доисламском периоде, то это ответ А. При строительстве новой башни в стену укладывались камни с петроглифами из старой. По этой причине камни с петроглифами нередко выделяются по характеру обработки и цвету. И при строительстве укладывали хотя бы один камень из старого дома, чтобы перенести оттуда благодать. Восьмой вопрос. Какой срок отводился на возведение башни? 1 год, 2 года, 5 лет, 10 лет? У меня никаких идей нет, так что...
А возведение башни должно было завершиться всего за 1 год. Любая задержка несла за собой куда больше, чем просто неудобство. Она была прямым доказательством слабости рода, заказавшего строительство, и пятнала его репутацию. Какая из башен встроена в скальную нишу? Киевская, Николойская, Хуландойская, Дёрская. Ой, что-то Алвиш Эро аргентинская. Скальная ниша строена именно Николаевская. Одна из это Николаевская. Это Николойская. которые башни-близнецы, которые Нет, строены, нет, или это до них, Ага. когда едешь в сторону, ну, с левой стороны, есть сейчас с подсветкой даже вечером видно, здорово, что подсветили эту скальную нишу. Встроенная прямо в скальную нишу на головокружительной высоте Николойская сигнально-сторожевая башня остается одной из самых труднодоступных. Абсолютно верный ответ. Как древние мастера сумели возвести ее в таком месте, вопрос, на который ответа по сей день трудно найти. И 10-й вопрос, как вы думаете, про что будет? Какие у вас догадки? Ну, догадываюсь, что в том же Про быт, формате может будет. быть. Ну, логично, что у нас вся программа про Может, чеченскую как башню быт архитектуру. внутри этой башни? Мне кажется, мы в какой-то степени даже говорили про это, что символизирует петроглиф в виде открытой ладони на древних постройках. Силу, власть и созидание, богатство семьи, древность рода, любовь к петроглифу. Ну, я слышала, что есть поверье, что рука — это отпечаток руки врага, который был побежден в связи с кровной местью, да, и якобы отпечаток его руки, возможно, это был что-то, знак силы и устрашения, но, возможно, это не очень достоверная информация. Это отчасти могли до момента определенных источников присутствуют, но это больше присуще, скажем, грузинскому этносу. А в данном случае, я думаю, все-таки это пункт А. Сила, власть и созидание. Марина, вы согласны? Да, согласна, просто я объяснила это себе по-другому, но, по сути, это тоже о силе. Почти на каждой чеченской боевой башне можно найти изображение открытой ладони. Древние чеченцы видели в руке воплощение силы, власти и созидательной энергии. Абсолютно верный ответ. Но не только. Ладонь также служила эмблемой владения и имущества. Не исключено, что этот отпечаток был ничем иным, как древнейшим прообразом личной печати, своеобразной подписью владельца, высеченной в камне на века. Абсолютно верный ответ. Артур Павел Мадин, я вас поздравляю, вы абсолютные победители. Небольшие подарки от нашего телеканала. Говорили? Игра оказалась очень интересной. Я, на самом деле, много узнала о наших чеченских башнях и поняла, что после передачи я пойду читать книги и смотреть видео, все, что есть в открытом доступе. Наверное, надо этим летом съездить на пару экскурсий. Потому что, Мадина, мы на самом деле уважаем вашу профессию. Тем более, когда эта профессия присуща нам больше всего, мне кажется, все-таки нашим матерям, сестрам. И, как сказано в японской философии, свято на века связь учителя и ученика. Так что Дэрия Золшон. И очень приятно, что мы сегодня обсуждали именно эту тему, что из раза в раз все больше наши непосредственно медиа, скажем, люди занимаются тем, что освещают, показывают именно историю, связанную с башней, потому что это есть какая-то флуктуация всего самого такого духовного, сильного, исторического в каком-то едином кулаке, как башенное строение. Вокруг этого много чего можно сказать и показать. И вообще изучать... Что спасибо вам за то, что уделяете внимание именно этой тематике. Я как учитель могу сказать, что изучать свою культуру очень важно, потому что понять, кто мы есть сейчас, мы сможем только заглянув в истоки, изучив наших предков. И да, увидеть свои истоки очень важно, чтобы правильно понимать, кто ты есть сейчас в этой жизни. Пока мы обсуждаем, и пока вы делаете такие нужные передачи, мы никогда не растворимся в бытие современном, в цивилизации, которая становится однородной, однополосной. У одного чеченского поэта Самира Тугуза есть прекрасные слова. Когда щепоткой чистой соли бросаешь кубок питьевой, то, растворяясь по неволе, она становится водой. И молния не выживает, когда ударится об лед. И волк неволе умирает, и птица клетки не живет. И важно, чтобы мы, как щепотка соли, не растворились в чистой воде, оставались теми, кто мы есть. И наша задача, в частности, наша организация Аргунского государственного музея-заповедника и всей нашей команды в том, чтобы
собрать, сохранить и донести на сохранение потомкам то, что у нас есть, то, что нас делает великим. Турпалаев Мадин, вы на самом деле делаете большую работу в плане популяризации нашей истории и культуры. Турпалаев Мадин, и вы в плане воспитания. Спасибо вам, и я рад и признателен, что вы приняли приглашение, пришли. Горд, что вы победили. Я вас поздравляю. Дал я Гертюэл, дал Актубойл.